Это обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале этого года с начала пандемии коронавируса. Траты увеличились на 2,6% по сравнению с уровнем прошлого года, при том, что граждане тратят меньше денег на авиаперелеты, транспорт и рестораны. Так, в последнюю неделю февраля траты увеличились на 2,5%. В основном расходы растут благодаря таким сегментам, как развлечения и спорт. Траты на непродовольственные товары выросли на 4,6%, траты на услуги на 8%. Больше всего расходы выросли в таких сегментах, как компьютеры и программное обеспечение 44%, телекоммуникационное оборудование и услуги 37%, бытовая техника и электроника 33% роста. В России назвали примерный срок возврата к индексациям пенсий для работающих пенсионеров. Как ожидается, деньги на реализацию инициативы правительству удастся найти в следующем бюджетном цикле. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что в целом в правительстве и парламенте нет возражений против данной инициативы. Поиск средств на то, чтобы индексация проводилась ежегодно, уже ведется. Матвиенко добавила, что в Совете Федерации держит вопрос на контроле. Сама спикер Верхней Палаты парламента выразила надежду, что вопрос с индексациями найдет свое решение. Ранее сообщалось, что правительство по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос с индексациями пенсий работающим пенсионерам, подготовило предложение и передала их в администрацию главы государства. В России появилась новая схема обмана, в соответствии с которой мошенники начисляют деньги гражданину якобы по ошибке, а затем просят вернуть средства по другим реквизитам. Если клиент соглашается, перевод на самом деле оказывается закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису в интернете. Отмечается, что после подтверждения такие порталы смогут свободно списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций. Бизнесу готовят повышение экологических сборов. Минприроды решила не ограничиваться подготовкой законопроекта об ограничении дивидендных выплат, если компания не ликвидирует ущерб окружающей среде. Ведомство обсуждает возможности прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия. Так, в министерстве рассказали, что рассматривают увеличение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Уровни экологического сбора в документе не конкретизированы, а в нем сообщается лишь о планах пересмотреть порядок их расчета. Ставки по ним не росли на протяжении 3 лет. Экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от их использования. В прошлом году экологический сбор принес в бюджет чуть менее 4 миллиардов рублей. Туристическое законодательство может вновь трансформироваться. Обратив внимание на популярность у соотечественников системы All Inclusive, власти рассчитывают внедрить ее стандарты и в России. Сейчас так работают от 10 до 15 отелей на черноморских курортах. В Ростуризме подтвердили, что работа над стандартами для All Inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат. В одном случае предусмотрены 5 приемов пищи в день, в другом поесть можно круглосуточно, в третьем включены алкогольные напитки, а в 4-м нет. Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено». К этому часу пока вся информация. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.